Сегодня жизнь, которую я дал тебе, не касается тебя. Ты был создан по моему образу, чтобы жить для меня и быть источником любви, заботы и утешения для других. Найдите меня, и вы обнаружите свою цель, переосмысленную из текущего повествования. Теперь это все ложь. Когда вас начинает одолевать беспокойство, всегда обращайте свое внимание на Бога и наслаждайтесь каждым днем, которым Он благословил вас. Он использует нашу тревогу, чтобы контролировать нас и мешать нашему служению Иисусу. Помните об этом, когда начнете так себя чувствовать. Типа «да, ты веришь в Бога». Я постановляю, что июнь, июль и август будут месяцами огромных благословений, значительных достижений и сюрпризов от Бога. Во имя Иисуса, аминь. Если вы верите в Бога, поставьте лайк и поделитесь этим видео. 1111. Даже если вы придерживаетесь старых привычек, надежда на перемены все еще есть. Но ты не можешь изменить себя. Бог изменит вас, если вы будете искать Его всем своим сердцем. Не торопитесь, чтобы Бог закончил работу в вашей жизни. Мы хотим, чтобы все происходило мгновенно, но Бога не волнует наше время. Враг может помешать вашим планам, но планы Бога непоколебимы, и у Него есть уникальный план для вас. Ищите Божий план для своей жизни, сохраняйте мотивацию. Ревностно стремитесь к Его цели для вас, используя каждую каплю энергии, которая у вас есть. Нет ничего более ценного в этом мире. Введите 1111, если вы готовы. 110, дитя мое. Это новый день. Я делаю новое дело. Я превзойду ваши ожидания, я сделаю то, что ты никогда не мог себе представить. Пришло ваше время быть свободным, ваше время достичь новых уровней. Все, что вас сдерживает, ломается прямо сейчас. Введите «да», чтобы потребовать это. Повинуясь воле Бога, вы должны учитывать эти 8 вещей. Во-первых, Бог никогда не оставит вас. Бог есть добро все время. Нет ничего невозможного, если вы в это верите. Во-вторых, Слово Божие вечно. Это всегда Божье время, а не ваше. Продолжайте молиться, молиться, молиться. В-третьих, доверяйте Богу независимо от обстоятельств. В-четвертых, никогда не сдавайтесь и никогда не сдавайтесь. Славьте Бога, ожидая ответов на свои молитвы. В-пятых, никогда не забывайте, насколько вы важны, особенны, совершенны и достойны. Ты прекрасное дитя Божье. В-шестых, никогда не обижайте и не предавайте хороших людей в своей жизни. Хороших людей трудно найти. Если вы ошибетесь, потеря будет вашей. В-седьмых, никогда не позволяйте людям отговаривать вас от ваших мечтаний или вашей цели в жизни. Никогда не позволяйте другим проецировать на вас свои страхи. 8. Никогда не забывай давать. Отдайте себя, отдайте свое время, отдайте свою любовь. Жизнь можно изменить благодаря вашей доброте. Если согласны, напишите в комментариях «Аминь». 222. Приготовьтесь к большому раскрытию. Великие дела, которые Бог тайно делал для вас, вот-вот откроется. Вы увидите то, что Он обещал вам, и это превысит то, на что вы надеялись, желали и во что верили.
Наберите 222, чтобы подтвердить и активировать неограниченный поток богатства, счастья, свободы, удовольствия и уверенности в вашей жизни. Внесите небольшие изменения в свой утренний распорядок по своему желанию. Пройдите по ссылке в комментариях ниже, чтобы узнать секреты богатства, которые помогут привлечь изобилие богатства. Подпишитесь на наш канал. Если вы любите Бога, 333. Помните, лжец говорит противоположное тому, что правда. Если он скажет тебе, что ты ничтожен, встань и заяви: «Я сокровище Бога Всевышнего». Если враг скажет, что ты болен, скажи ему: «Я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Если он говорит, что вы потерпите неудачу, вы заявляете, что я одержал ошеломляющую победу в Иисусе. Если он говорит, что у вас нет защиты, вы заявляете: «Я сокрыт в тени крыла Бога». Не слушайте врага. Скажи ему идти туда, куда посылает его Иисус. Пришло время разрушить картину вашей жизни, которую он пытается нарисовать. Пришло время игнорировать его угрозы и жить так, как будто вы верите в Божьи обещания. Пусть сегодня у вас победный, наполненный верой день. Введите 333, чтобы получить его. 444. Можете ли вы понять на совершенно новом уровне, каким является для вас Бог? Пусть вы увидите, как перед вами разворачиваются чудеса, которые напоминают вам, насколько важна молитва. Пусть вы сеете новые семена веры, надеясь увидеть урожай в те дни, когда вы ходили в вере. Даже если вам не хочется, и вы просите Бога исцелить глубокую душевную рану, которая слишком долго вас мучила. Наступил новый сезон. Пусть вы возьмете новую землю с надеждой и верой. Будьте сильными в Господе сегодня. Напишите 444, если вам нужно. 555. Бог благ, когда у тебя болит сердце, когда вопросы тяжелы, когда ты не понимаешь, когда кажется, что ответ никогда не придет. Его доброта основана не на наших обстоятельствах, а на его неизменном характере. Зная, что даже когда кажется, что ваш мир выходит из-под контроля, вы можете оставаться в этой неизменной истине. Бог добр и продолжает оставаться добрым, даже когда жизнь уже не такова. Он больше всего. Он держит каждый момент вашей жизни в своих руках и всегда прославит свое имя в вашей ситуации. Наберите 555, если верите. Бог говорит вам сегодня: пришло время снова улыбнуться. Всегда помните, что вы не одиноки в этой ситуации. Давай я тебе помогу, мои ангелы уже с тобой. Расслабься и доверься мне. У меня на тебя невероятные планы. На самом деле, именно поэтому вам нужно снова волноваться, потому что то, что у меня есть для вас, больше, чем вы можете попросить или подумать. Лучшее еще впереди. Введите «да» для подтверждения. 666. Не все должно стать чем-то прекрасным и долговечным. Иногда люди приходят в вашу жизнь, чтобы показать вам, что правильно, а что нет, показать, кем вы можете быть, научить вас любить себя, помочь вам почувствовать себя лучше на некоторое время или просто быть тем, с кем можно гулять по ночам, и переверни свою жизнь. Не все останутся навсегда, и все же нам все равно придется двигаться вперед и благодарить их за то, что они нам дали. Введите 666, чтобы получить его. Бог говорит вам сегодня,
что вы твердо стояли в самые трудные времена. Я дал тебе силы выстоять, хотя иногда ты даже не знал, что это я тебя сдерживаю. Когда для вас все изменилось, многие бросили вас и списали со счетов. Но вы не только выдержали шторм, но и выросли в нем. Ты другой. Я создал тебя не для того, чтобы ты приспосабливался. Я создал тебя, чтобы выделиться. Теперь я собираюсь благословить вашу верность. Я собираюсь вывести вас на уровни, которые вы никогда не считали возможными. Получите его на мое имя. Жизнь трудна, но ты еще сложнее. Храните надежду в своем сердце. Неважно, что ты чувствуешь, вставай, одевайся, приходи и никогда не сдавайся. Бог поддерживает вас. Напишите 222, чтобы подтвердить это, и поделитесь этим видео с 5 людьми, которые верят в Бога. Комментарий: Иисус есть Господь. Бог говорит вам сегодня, что Божье время не ваше. Если вы задаетесь вопросом, почему приход Бога занимает так много времени, подумайте еще раз, Бог не опаздывает, Его время идеально. Просто Он знает больше тебя. Возможно, вы ждете чего-то, о чем молились: продвижения по службе, исцеления, восстановления, защиты или обеспечения своего видения. Что бы это ни было, это случается. А пока будьте уверены. Поставь лайк этому видео, если веришь в Бога. Да, будет много неожиданных поворотов и тяжелой работы. Не беспокойтесь о предстоящем пути. Не спускайте глаз с Иисуса. Доверяйте своей погоде, она лучше, чем то, что мы называем хорошей погодой. Когда у вас есть кто-то, кому вы можете доверять, кто знает о вас и ваших потребностях, вам не нужно беспокоиться о пути, по которому вы идете. 111. Бог знает, что для вас лучше. Бог поступает по-другому. Он знает, что лучше – открывать и закрывать двери, впускать людей в вашу жизнь и выходить из нее. У Него есть все это вместе. Ваша роль – доверять Ему, даже если это не имеет смысла. Доверьтесь Ему, даже если в это трудно поверить. Доверьтесь Ему, даже если ваша ситуация говорит об обратном. Введите «да», если вы готовы. Бог всегда действует в вашей жизни, в вашей карьере, в ваших отношениях, в вашей мечте, в вашем служении и во всем, что вы делаете. Он всегда в движении, Он работает. Есть более важная причина, почему Бог заставляет нас ждать. Вы можете доверять этому сейчас и понять позже. У Него есть ты. Напишите, если верите в это. Июнь станет месяцем второго шанса. Знаете вы это или нет, но Бог уже дал вам обетованную землю судьбы. Вы ее еще не видите и, вероятно, даже не имеете представления, как она выглядит, но Бог говорит, что эта территория уже ваша. Все, что вам нужно сделать, это прийти туда и получить это. Пусть Бог благословит вас обильно. 1212. Ответ Бога иногда ранит. Поначалу это может не иметь для вас смысла. Вы ждали, но изменений нет. У тебя были вопросы, но он молчал. Но его молчание не означает его отсутствие. Обида и боль были необходимы вам, чтобы расти среди бури и испытаний. Несмотря на то, что он не хочет, чтобы вы видели боль, как отец видит своего ребенка,
Он дисциплинирует того, кого любит. Ваши отказы касаются их редиректов. Поверьте ему, он знает, что делает. Напишите 1212, если верите в Бога. Вот 8 вещей, которые Господь хочет, чтобы вы знали и помнили в этот понедельник. Во-первых, время, которое вы тратите на зависть к успеху других людей, это время, которое вы могли бы использовать для создания своего собственного. Во-вторых, вам никогда не захочется заниматься и практиковаться. Лучше сейчас, чем ждать идеального момента. В-третьих, исключите из себя людей с токсичными привычками. В-четвертых, вы все контролируете. Все, что вы сделали до сих пор, привело вас сюда. Поэтому ваше будущее определяется тем, что вы делаете сейчас. В-пятых, все так, как должно быть, и только позже в жизни вы сможете соединить все точки. В-шестых, самодисциплина даст вам свободу. Последовательность принесет вам результаты. Седьмое, все временно. Вы должны найти свободу в этой концепции. В-восьмых, богатые остаются богатыми, притворяясь бедными, а бедные остаются бедными, притворяясь богатыми. Быть здоровым значит находить баланс между хорошим и плохим. Итак, люди, которые превзошли вас, превзошли вас. Невозможно быть одновременно благодарным и негативным. Если согласны, напишите в комментариях «Аминь». 333. Бог всегда будет напоминать вам об этом. Не думайте о ситуациях, которые вас пугают, вызывают панику или заставляют чувствовать себя безнадежным. Даже несмотря на то, что мы осознаем, что враг неустанно сеет сомнения, страх и недоверие в нашей вере, мы должны оставаться верными Богу и задуматься о том, что Иисус совершил на кресте. Дела врага не могут заблокировать Божью доброту, милосердие и сострадание к человеку, находящемуся в трудной ситуации. Стойте твердо в молитве, размышлении, доверии и вере в Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Чтобы получить его, наберите 333, активируйте поток безграничного богатства, счастья, свободы, удовольствия и уверенности в своей жизни. Чтобы привлечь изобилие богатства, подписывайтесь на наш канал. Если вы любите Бога, 444. Отдавайте Богу свои заботы, стресс и тревогу всякий раз, когда вы чувствуете себя нелюбимым, неважным или неуверенным в себе. Помните, кто вас создал, и могут быть моменты, когда вы чувствуете себя безнадежным, никчемным и задаетесь вопросом, почему они не могут вас понять. Помните, что ваша ситуация сейчас может быть трудной, но когда вы доверяете Богу, лучшие дни наступят. Хорошо остановиться на некоторое время. Дайте себе передышку, научитесь отдыхать. Не бросайте. Боритесь за это. Приятный день. Вы почувствуете, что не сдались. Введите 444, чтобы потребовать это. 555. Не каждый бой – твой бой. Некоторые бои стоит игнорировать, а другие стоит проиграть. Некоторые трудности слишком сложны, чтобы их можно было преодолеть, а другие придется оставить на потом. Некоторые битвы носят личный характер, а другие можно победить посредством молитвы. Независимо от того, как выглядит ваша борьба сейчас, подумайте о том, чтобы отдать ее тому, кто очень хорошо знает, как бороться за вас. Я довольно сильный.
Помните, мы доверяем силе Бога, а не своей собственной. Он гораздо сильнее, знает больше и с нами. Знай, что ты не одинок и никогда им не был. Больше нечего получить. Дышите, Бог уже победил. Он главный. Он всегда так делал и всегда будет. Напишите 555, чтобы получить его. 666. Вера – качество, настолько мощное, что оно сдвигает горы. Однако мудрость ангелов напоминает вам, что вы не должны слепо доверять людям или ситуациям. Руководствуйтесь здравым смыслом и проницательностью, и никогда не доверяйте свою силу другому. Вместо этого доверьтесь себе и своим высшим силам. Молитесь честно из своего спокойного и мудрого центра и знайте, что ваша просьба будет удовлетворена. Действовать так, как будто это уже проявилось, это вера. Ваше ангельское руководство призвано усилить вашу веру в бесконечность. Напишите 666, если верите в Бога. 222. Надежда указывает на то, что в какой-то сфере вашей жизни вот-вот взойдет солнце. Ангел мудрости напоминает вам, что ваш дух чрезвычайно вынослив и силен. Так что будьте уверены в своих мечтах и видениях. Помните, Вселенная хочет, чтобы вы исполнили заветное желание, а она просто ждет, пока вы поверите, что заслуживаете этого. Прежде чем ангелы принесут это вам, внесите свой вклад, решив, чего вы действительно хотите. Итак, посылайте позитивные мысли об изменениях, которых вы ищете, и об исполнении ваших желаний. Попросите ангелов о помощи, и они раздуют искры потенциала и воплотят их в жизнь. Надежда – это магнетическое качество, которое привлекает в вашу жизнь великое и прекрасное. Напишите 222, чтобы подтвердить это, и поделитесь этим видео с 5 людьми, которые верят в Бога. Комментарий: Иисус есть Господь. Бог говорит вам сегодня: заметили ли вы, как хорошо все прошло, даже тогда, когда вы не знали, как и будет ли все действительно хорошо? Ну вот и ты здесь, и знаешь, что с тобой все в порядке. Возможно, вы находитесь не совсем там, где вам хотелось бы, но это нормально. Продолжайте идти. Напишите «Да, вы согласны». 1111. Правда наконец-то раскрыта. Вы видите людей такими, какие они есть на самом деле. По мере того, как вы растете, вы увидите истинное лицо людей, то, что должно естественным образом убегать от вас. Это время быстрого роста и проявления. Сохраняйте позитивные мысли и визуализируйте свое идеальное будущее. Ваше путешествие уникально для вас, и какую прекрасную историю оно рассказывает. Гордитесь собой и тем, откуда вы родом. Ставьте лайк этому видео, если верите в меня. 222. Продолжайте верить, что все происходит по какой-то причине и что то, что скрыто, всегда будет раскрыто для высшего блага всех. В долгосрочной перспективе этот период дает вам возможность поразмышлять, стать единым целым и обновить себя. Вскоре вы вступите в новый позитивный период, который потребует лучшей версии себя. Введите 222, если вы доверяете Богу. В этом месяце приготовьтесь к великому финансовому чуду, которое принесет в вашу жизнь изобилие, хорошее здоровье, радость и счастье. Если вы посмотрите это видео до конца, ваш бой имеет значение.
Если вы боретесь со своей мечтой или видением, это хорошо для вас. Борьба означает, что ты все еще жив. Но даже если вы сдадитесь, надежда еще есть. Воссоединитесь с Богом, который создал вас, спас вас и призвал вас. Примите бой. Позвольте своему Создателю помочь вам перейти от внутренней борьбы к внутреннему успеху. Если вы согласны, прокомментируйте «Аминь». Делайте повседневную работу, которую требуют ваши мечты. Это не всегда должен быть большой шаг вперед, иногда просто присутствовать. Проживите это, найдите радость и силу по ту сторону борьбы. Конечно, добиться этого тяжелая работа. Вот как выглядит все хорошее в жизни. Но помните, то, что усложняет задачу, одновременно делает ее ценной. 8 вещей, которые следует помнить, переживая трудные времена. Во-первых, все может и измениться, вы уже преодолевали трудности раньше. Во-вторых, это обучающий опыт. Неполучение того, что вы хотите, может быть благословением. В-третьих, позвольте себе развлечься, доброта к себе – лучшее лекарство. В-четвертых, из-за негатива окружающих не стоит беспокоиться. И всегда есть за что быть благодарным. В-пятых, возможно, у вас никогда не будет доказательств вашей значимости, но вы важнее, чем думаете. В-шестых, всегда есть те, кто не смог бы жить без тебя. Проблема в том, что мы не всегда знаем, кто. В-седьмых, вы не можете позволить людям пугать вас. Вы не можете потратить свою жизнь, пытаясь угодить другим. В-восьмое, вы не можете идти по жизни, беспокоясь о том, что подумают другие люди, будь то ваши волосы, ваше тело, ваша одежда, что вы говорите, что вы чувствуете, во что вы верите и что у вас есть. Напишите «Аминь», если вы в это верите. 333. Доверьтесь процессу. Наступают лучшие дни, и это требует от вас доверия к процессу. Вы должны помнить, что вы драгоценный камень, где бы вы ни находились на своем пути, какую бы роль вы ни выполняли. Существованию повезло иметь вас, потому что вы есть. Не позволяйте сомнениям привести вас к неверию в себя. Вы будете гордиться собой за то, что не сдались. Так что продолжайте и убедитесь, что вы расставляете приоритеты для своего разума, тела и души. Вас поддерживают во всем, и вы не одиноки. Введите 333, чтобы потребовать это. Бог всегда готовит вас. Если вы получили слово от Бога о чем-то, что Он хочет сделать в вашей жизни, доверьтесь Ему, чтобы это произошло. Возможно, вы еще этого не видите, но рано или поздно увидите. Не останавливайся. Не сдавайтесь слишком рано. Его кольца страданий – лишь часть большего и лучшего плана, который Он задумал в начале. Будущая слава. Если вы верите в Бога, поставьте лайк и поделитесь этим видео. Боль всегда необходима для прогресса. Чтобы иметь мощное свидетельство, вам нужны доказательства. Это не сломает вас, заставляет тебя. Поэтому вместо того, чтобы быть слишком строгим к себе, празднуйте то, как далеко зашел Бог, и отдыхайте спокойно, зная, что вы находитесь в руках любящего и верного Отца. Вы Его шедевр в процессе создания, и Он всегда вас готовит. 444. Не возвращайтесь туда, где Бог освободил вас.
Многие из нас все еще жаждут нового будущего, цепляясь за прошлое. Мы хотим, чтобы Бог сделал для нас что-то новое, но не позволяем Ему оторвать все старое. Возможно, Бог выпускает то, что не соответствует Его воле. Вместо того, чтобы бороться с этим, лучше праздновать это и понимать, что это освобождает вас. Введите 444, если вам нужно. У вас может возникнуть искушение вернуться назад, но поймите, что вы не сможете удержать будущее, которое Бог приготовил для вас, если вы продолжите возвращаться к той жизни, которой никогда не хотели. Возвращаться ни к чему, есть только вперед. Вы усвоили уроки, вы оставляете прошлое в прошлом и теперь движетесь в новое будущее. 666. Сосредоточьтесь на прогрессе, а не на совершенстве. Все хорошие требуют времени, нельзя торопить события. Рост не является линейным. Это путь, полный испытаний и возможностей на пути к своей судьбе. Никто не может это сделать. Для тебя это ваше путешествие, и будут дни, когда вы захотите сдаться. Но вы можете продолжать, нет коротких путей, чтобы добраться туда. Поэтому мы должны принять этот процесс. Думайте о прогрессе, а не о совершенстве. Развивайтесь в процессе, это также оставляет место для неудач. Занимайтесь ежедневной практикой и развивайте сердце. Сосредоточьтесь на тяжелой работе, отказаться от нетерпения. Результаты будут, когда они будут готовы. Помните, маленькие, последовательные шаги намного лучше, чем один большой шаг без дальнейшего прогресса. Напишите 666, чтобы получить его. Бог говорит тебе сегодня вечером: отдыхай, я уже работаю. Я изменю каждую негативную ситуацию в вашей жизни, благословлю вас и вашу семью и исцелю каждое место, которое у вас болит. Бог поставит вас в такое положение, когда вам не придется просить милостыню, занимать деньги или сражаться. Решетка «Аминь». Напишите 222, чтобы подтвердить это, и поделитесь этим видео с 5 людьми, которые верят в Бога. Комментарий: Иисус есть Господь. Бог говорит тебе сегодня: жизнь, которую я дал тебе, не имеет к тебе никакого отношения. Ты был создан по моему образу, чтобы жить для меня и быть источником любви, помощи и утешения для других. Ищи меня, и ты найдешь свое предназначение. Преломляй то, что я ожидаю от тебя. Я тебя люблю. Комментарий: Аминь, если вы в это верите. Он хочет, чтобы вы беспокоились о том, что происходит, чтобы вам не нравилось то, что происходит сейчас. Он лжец. Когда вы начинаете беспокоиться, всегда сосредотачивайтесь на Боге и наслаждайтесь каждым днем, который Он вам подарил. Он использует нашу тревогу, чтобы контролировать нас и удерживать от служения Иисусу. Помните об этом, когда начнете так себя чувствовать. Типа да, ты веришь в Бога. Я заявляю, что июль и август будут месяцами великих благословений, великих достижений и сюрпризов от Бога. Во имя Иисуса, аминь. Если вы верите в Бога, поставьте лайк и поделитесь этим видео. 1111. Даже если вы придерживаетесь старых привычек, у вас все еще есть надежда на перемены. Но ты не можешь изменить себя. Бог изменит вас, если вы будете искать Его всем своим сердцем.
Не торопитесь, чтобы Бог закончил работу в вашей жизни. Мы хотим, чтобы все было сделано мгновенно, но Бога не волнует наш график. Враг может помешать вашим планам, но планы Бога не сорваны, и у Него есть уникальный план для вас. Ищите Божий план для своей жизни. Оставайся горючий, завидующий. Следуйте Его цели для вас всеми силами, которые у вас есть. В этом мире нет ничего более достойного поиска. Введите 1111, если вы готовы. 1010, дитя мое. Это новый день. Я делаю новое дело. Я превзойду ваши ожидания. Я сделаю то, что ты никогда не мог себе представить. Пришло твое время быть свободным. Пришло время выйти на новые уровни. Все, что вас сдерживает, ломается прямо сейчас. Введите «да», чтобы потребовать это. Повинуясь воле Божией, вы должны помнить об этих 8 вещах. Во-первых, Бог никогда не оставит вас. Бог есть добро все время. Нет ничего невозможного, если вы в это верите. Во-вторых, Слово Божие вечно. Это всегда Божье время, а не ваше. Продолжайте молиться, молиться и молиться. В-третьих, доверяйте Богу независимо от обстоятельств. В-четвертых, никогда не сдавайтесь и никогда не сдавайтесь. Славьте Бога, ожидая ответов на свои молитвы. В-пятых, никогда не забывайте, насколько вы важны, насколько вы особенные, совершенные и достойные. Ты прекрасное дитя Божие. В-шестых, никогда не обижайте и не предавайте хороших людей в своей жизни. Хороших людей трудно найти. Если вы ошибетесь, потеря будет вашей. В-седьмых, никогда не позволяйте людям отговаривать вас от ваших мечтаний или вашей цели в жизни. Никогда не позволяйте другим рассказывать вам о своих страхах. 8. Никогда не забывай давать. Отдайте себя, отдайте свое время, отдайте свою любовь. Есть так много жизней, которые можно изменить благодаря вашей доброте. Если вы согласны, прокомментируйте. Аминь. 222. Будьте готовы к большому раскрытию. Великие дела, которые Бог тайно делал для вас, вот-вот откроется. Вы увидите то, что Он обещал вам, и это превзойдет то, что вы ожидали, желали и во что верили. Введите 222 для подтверждения. Активируйте безграничный поток богатства, счастья, свободы, удовольствия и уверенности в своей жизни. Внесите небольшие изменения в свой утренний распорядок дня. Ты хочешь это? Перейдите по ссылке в комментариях ниже, чтобы открыть секреты богатства. Чтобы привлечь изобилие богатства, подписывайтесь на наш канал. Если ты любишь Бога, 333. Помните, лжец говорит противоположное истине. Если он скажет вам, что вы ничтожны, встаньте и заявите: «Я сокровище Бога Всевышнего». Если враг скажет, что ты болен, скажи ему: «Я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Если он говорит вам, что вы потерпите неудачу, вы заявляете, что ошеломляющая победа принадлежит мне в Иисусе. Если он скажет вам, что у вас нет защиты, вы заявляете: «Я сокрыт в тени крыла Бога». Не слушай врага. Скажи ему идти туда, куда посылает его Иисус. Пришло время разрушить картину вашей жизни,
которую он пытается нарисовать. Пришло время игнорировать их угрозы и жить так, как будто вы верите в Божьи обещания. Желаю вам победного и наполненного верой дня. Введите 333, чтобы получить его. 444. Пусть вы на совершенно новом уровне поймете, чем для вас является Бог. Пусть вы увидите, как перед вами разворачиваются чудеса, которые напоминают вам не о том, насколько, а о том, насколько важно для вас молиться. Желайте вам посадить новые семена веры, надеясь увидеть урожай в ближайшие дни. Пусть вы услышите несколько шагов веры, даже если вам этого не хочется, и пусть вы пригласите Бога исцелить глубокую рану души, которая слишком долго мучила вас. Наступил новый сезон. Пусть вы возьмете новую землю с надеждой и верой. Будьте сильными в Господе сегодня. Если нужно, введите 444. 555. Бог благ, когда наше сердце болит, когда вопросы тяжелы, когда мы не понимаем, когда кажется, что ответ никогда не приходит. Его доброта основана не на наших обстоятельствах, а на Его неизменном характере. Знайте, что даже когда кажется, что ваш мир выходит из-под контроля, вы можете оставаться в этой неизменной истине. Бог добр и продолжает оставаться таковым. И хотя жизни нет, Он больше всех вещей. Он держит каждый момент вашей жизни в своих руках и всегда прославит свое имя в вашей ситуации. Наберите 555, если верите. Бог говорит вам сегодня: пришло время вам снова улыбнуться. Всегда помните, что вы не одиноки в этой ситуации. Давай я тебе помогу. Мои ангелы уже с тобой. Расслабься и доверься мне. У меня на тебя невероятные планы. На самом деле, именно поэтому вам нужно снова волноваться, потому что то, что у меня есть для вас, больше, чем вы можете попросить или подумать. Введите «да» для подтверждения. 666. Не все должно стать чем-то красивым и долговечным. Иногда люди приходят в вашу жизнь, чтобы показать вам, что правильно, а что нет, показать вам, кем вы можете быть, научить вас любить себя, помочь вам почувствовать себя лучше на некоторое время или просто быть кем-то, с кем можно погулять. Вокруг секунд ночь и излить свою жизнь. Не все останутся навсегда, и все же мы должны двигаться вперед и благодарить их за то, что они нам дали. Введите 666, чтобы получить его. Бог говорит вам сегодня: вы пережили самые трудные времена. Я дал тебе силы вытерпеть, что порой ты даже не догадывался, что это я. Когда для тебя все изменилось, многие бросили тебя и считали тебя потерянным. Но вы не только выдержали бурю, вы выросли в ней. Ты другой. Я создал тебя не для того, чтобы приспосабливаться. Я создал тебя, чтобы выделяться. Теперь я собираюсь благословить вашу верность. Я собираюсь вывести вас на уровни, которые вы никогда не считали возможными. Получите его на мое имя. Жизнь трудна, но ты еще сложнее. Сохраняйте надежду в своем сердце, чтобы вы не чувствовали. Вставай, одевайся, приходи и не сдавайся. Бог поддерживает вас. Напишите 222, чтобы подтвердить это, и поделитесь этим видео с 5 людьми, которые верят в Бога. Комментарий: Иисус – Господь. Бог говорит вам сегодня: Божье время
а не ваши. И если вы задаетесь вопросом, почему приход Бога занимает так много времени, подумайте еще раз, Бог не опаздывает, Его время идеально. Просто Он знает больше тебя. Возможно, вы ждете чего-то, о чем молились: продвижения по службе, исцеления, восстановления, защиты или обеспечения своего видения. Что бы это ни было, это случается. А пока будьте уверены. Поставь лайк этому видео, если веришь в Бога. Да, будет много неожиданных поворотов и тяжелой работы. Не беспокойтесь о предстоящем пути. Не спускайте глаз с Иисуса. Доверяйте своей погоде, а она лучше, чем то, что мы называем хорошей погодой. Когда у вас есть надежный гид, который знает о вас и ваших потребностях, вам не придется беспокоиться о пути, по которому вы идете. 111. Бог знает, что для вас лучше. Бог поступает по-другому. Он знает, что лучше – открывать и закрывать двери, впускать людей в вашу жизнь и выходить из нее. У Него есть все это вместе. Ваша роль – доверять Ему, даже если это не имеет смысла. Доверьтесь Ему, даже если в это трудно поверить. Доверьтесь Ему, даже если ваша ситуация говорит об обратном. Напечатайте «Да, вы готовы». Бог всегда действует в вашей жизни, в вашей карьере, в ваших отношениях, в вашей мечте, в вашем служении и во всем, что вы делаете. Он всегда в движении, Он работает. Есть более важная причина, почему Бог заставляет нас ждать. Вы можете доверять этому сейчас и понять позже. У Него есть ты. Напишите 1111. Если верить, июнь станет месяцем вторых шансов. Знаете вы это или нет, но Бог уже дал вам обетованную землю судьбы. Вы ее пока не видите и, возможно, даже не имеете представления, как она выглядит, но Бог говорит, что эта территория уже ваша. Все, что вам нужно сделать, это прийти туда и получить это. Пусть Бог благословит вас обильно. 1212. Ответ Божий иногда ранит. Возможно, поначалу это не имеет для вас смысла. Вы ждали, но изменений нет. У тебя были вопросы, но он молчал. Но его молчание не означает его отсутствие. Страдания и страдания были необходимы вам, чтобы расти среди бури и испытаний. Хотя он не хочет, чтобы вы видели боль, как отец видел бы своего ребенка, он наказывает того, кого любит. Ваши отказы касаются их редиректов. Поверьте ему, он знает, что делает. Напишите 1212, если верите в Бога. Вот 8 вещей, которые Господь хочет, чтобы вы знали и помнили в этот понедельник. Во-первых, время, которое вы тратите на зависть к успеху других людей, это время, которое вы могли бы использовать для создания своего собственного. Во-вторых, вам никогда не захочется заниматься и практиковаться. Лучше сейчас, чем ждать идеального момента. В-третьих, исключите из себя людей с токсичными привычками. В-четвертых, вы все контролируете. Все, что вы сделали до сих пор, привело вас сюда. Поэтому ваше будущее определяется тем, что вы делаете сейчас. Даю вам слово, что я никогда не оставлю вас и всегда смогу услышать молитвы, которые вы молитесь за других и за себя. Эти гарантии будут сохраняться на неопределенный срок.
Трудности, с которыми вы ежедневно сталкиваетесь в своем стремлении к выживанию, возбудили мое любопытство и мне сообщили о вашем тяжелом положении. Поскольку мне нужен кто-то, кто сможет вам помочь, я знаю, с какими трудностями вы сталкиваетесь. Помимо того, что от меня требуется, с этого момента я способен взять на себя свои обязанности. Сейчас настало время насладиться своим даром и восхититься своим творением, когда создается космос. Прежде чем начать, убедитесь, что вы готовы продолжить. Я тщательно подумал о каждом из вас и включил все, что вы конкретно просили. Я принял это решение, чтобы гарантировать, что все во Вселенной будет соответствовать вашим желаниям, гарантируя, что у вас есть будущее. Истины, коренящиеся в Его безграничной любви и знании, являются откровениями, ожидающими своего раскрытия. Бог жаждет личной, частной встречи с вами, желающей направить вас, утешить и открыть вам путь праведности. Он хочет говорить прямо с вашим сердцем, без отвлекающих факторов арены и вашей собственной неуверенности. Если вы готовы слушать, Его послание раскроется, раскрывая больше Его любви, Его плана для вашей жизни и чудесных чудес, которые Он сотворил. Приготовьтесь удивиться глубоким знаниям Бога, точному руководству и нежной любви, когда вы откроете свое сердце. Бог заверяет вас, что с вами все в порядке и что вы любимы в Его глазах. Это видео, наполненное небесными замыслами и точными откровениями, показывает, насколько вы чудесно и блестяще созданы. Пусть эти слова найдут отклик на глубоком уровне, пробуждая ваш дух веры, разума и надежды. Божьи слова действуют как горящий факел во тьме, предлагая наставления, полные доброты, сострадания и прощения. Они смиряют вас и указывают путь к жизни с избытком и вечным наслаждением. Его послание – нежное напоминание о том, что Его любовь не знает границ, Он готов снова обнять вас, независимо от того, как далеко вы зашли. Когда вы смотрите фильм, подумайте о его доброте, преданности и безграничной любви. Пусть его слова перенесут вас в место глубокой признательности и удивления. Позвольте им изменить вас изнутри, используя этот священный момент для послания, которое коснется вашего сердца, освежит вашу душу и приведет вас к большему здравомыслию и процветанию. Привет и благословение свыше. Аминь. Помни, дорогой, что Бог с тобой на каждом этапе пути. Примите уроки, которые преподают вам ваши ошибки, и двигайтесь дальше с сердцем, полным прощения и благодати, преодолевая сложности жизни. Ваши ошибки не определяют вас, они предоставляют возможности для развития и обучения. Вера должна оставаться непоколебимой, и ее намерения в отношении вас должны уважаться, даже если они отличаются от ваших. Пути Бога превосходят ваши, и Его разум превосходит ваш. Доверяя Ему свои желания, осознайте, что Он – скала, за которую можно держаться, когда страх охватывает вашу душу. Вы защищены от окружающих вас бурь, и вместе вы сможете пережить трудности и стать сильнее. Как ребенок, он видит мечты и надежды вашей души и желает, чтобы они сбылись. 5. Все так, как должно быть, и только позже в жизни вы сможете соединить все точки. 6. Самодисциплина даст вам свободу, последовательность принесет вам результаты. 7. Всевременно вы должны найти свободу в этой концепции. 8. Богатые остаются богатыми, притворяясь бедными, а бедные остаются бедными, притворяясь богатыми.
Быть здоровым значит находить баланс между хорошим и плохим. Итак, люди, которые превзошли вас. Невозможно быть одновременно благодарным и негативным. Если вы согласны, прокомментируйте. Аминь. 333. Бог всегда будет напоминать вам об этом. Не думайте о ситуациях, которые вас пугают, вызывают панику или заставляют чувствовать себя безнадежным. Даже несмотря на то, что мы осознаем, что враг неустанно сеет сомнения, страх и недоверие в нашей вере, мы должны оставаться верными Богу и задуматься о том, что Иисус совершил на кресте. Дела врага не могут заблокировать Божью доброту, милосердие и сострадание к человеку, находящемуся в трудной ситуации. Стойте твердо в молитве и размышлении, а также в доверии и вере в Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Введите 333, чтобы получить его. Активируйте безграничный поток богатства, счастья, свободы, удовольствия и уверенности в своей жизни. Внесите небольшие изменения в свой утренний распорядок. Ты хочешь это? Перейдите по ссылке в комментариях ниже, чтобы привлечь изобилие богатства. Подпишитесь на наш канал. Если ты любишь Бога, 444. Отдайте свои заботы, стресс и тревогу Богу. Всякий раз, когда вы чувствуете себя нелюбимым, неважным или неуверенным, вспомните того, кто создал вас. Могут быть моменты, когда вы чувствуете себя безнадежным, никчемным и задаетесь вопросом, почему они не могут вас понять. Помните, что ваша ситуация сейчас может быть трудной, но когда вы доверяете Богу, лучшие дни наступят. Хорошо остановиться на некоторое время. Дайте себе передышку, научитесь отдыхать, не сдаваться. Боритесь за это, однажды вы будете благодарны, что не сдались. Введите 444, чтобы потребовать это. 555. Не каждый бой твой бой. Некоторые бои стоит игнорировать, а другие стоит проиграть. Некоторые трудности слишком сложны, чтобы их можно было преодолеть, а другие придется оставить на потом. Некоторые битвы носят личный характер, а другие можно победить посредством молитвы. Независимо от того, как выглядит ваша борьба сейчас, подумайте о том, чтобы отдать ее тому, кто очень хорошо знает, как бороться за вас. Я довольно сильный. Помните, мы доверяем силе Бога, а не своей собственной. Он гораздо сильнее, знает больше и с нами. Знай, что ты не одинок и никогда им не был. Больше нечего добиваться, дышите. Бог уже победил. Он главный, всегда был и всегда будет. Напишите 555, чтобы получить его. 666. Вера – качество настолько мощное, что оно сворачивает горы. Однако мудрость Лос-Анджелеса напоминает вам, что не следует слепо доверять людям или ситуациям. Руководствуйтесь здравым смыслом и проницательностью и никогда не доверяйте свою силу другому. Вместо этого доверьтесь себе и своим высшим силам. Молитесь честно из своего спокойного и мудрого центра и знайте, что ваша просьба будет удовлетворена. Действовать так, как будто это уже проявилось, это вера. Ваше ангельское руководство призвано усилить вашу веру в бесконечность. Напишите 666. Доверьтесь Богу. 222.
Надежда указывает на то, что в какой-то области вашей жизни вот-вот взойдет солнце. Ангел мудрости напоминает вам, что ваш дух чрезвычайно вынослив и силен. Так что будьте уверены в своих мечтах и видениях. Помните, Вселенная хочет, чтобы вы исполнили заветное желание, а она просто ждет, пока вы поверите, что заслуживаете этого. Прежде чем ангелы принесут это вам, внесите свой вклад, решив, чего вы действительно хотите. Так что отправляйте мысли. Позитивные для изменений, которых вы ищете, и для реализации ваших желаний. Попросите помощи в Лос-Анджелесе, и они раздуют искры потенциала и воплотят их в жизнь. Надежда – это магнетическое качество, которое привлекает в вашу жизнь великое и прекрасное. Напишите 222, чтобы подтвердить это, и поделитесь этим видео с 5 людьми, которые верят в Бога. Комментарий: Иисус – Господь. Бог говорит вам сегодня. Вы заметили, как хорошо все прошло? Даже тогда, когда вы не знали, как и получится ли что-то на самом деле, что ж, вот оно. И знаешь, что с тобой все в порядке. Возможно, вы не совсем там, где хотите быть, но вы на правильном пути. Продолжайте идти. Напишите «Да, вы согласны». 1111. Правда наконец-то раскрыта. Вы видите людей такими, какие они есть на самом деле. По мере того, как вы растете, вы увидите истинное лицо людей, то, что должно естественным образом убегать от вас. Это время быстрого роста и проявления. Сохраняйте позитивные мысли и визуализируйте свое идеальное будущее. Ваше путешествие уникально для вас, и какую прекрасную историю оно рассказывает. Гордитесь собой и тем, откуда вы родом. Ставьте лайк этому видео, если верите в меня. 222. Продолжайте верить, что все происходит по какой-то причине и что то, что скрыто, всегда будет раскрыто для высшего блага всех. В долгосрочной перспективе этот период дает вам возможность поразмышлять, стать единым целым и обновить себя. Вскоре вы вступите в новый позитивный период, который потребует лучшей версии себя. Введите 222, если вы доверяете Богу. В этом месяце приготовьтесь к великому финансовому чуду, которое принесет в вашу жизнь изобилие, хорошее здоровье, радость и счастье. Если вы посмотрите это видео до конца, ваш бой имеет значение. Если вы боретесь со своей мечтой или видением, это хорошо для вас. Борьба означает, что ты все еще жив. Но даже если вы сдадитесь, надежда еще есть. Воссоединитесь с Богом, который создал вас, спас вас и призвал вас. Примите борьбу, позвольте своему Создателю помочь вам перейти от внутренней борьбы к внутреннему успеху. Если вы согласны, прокомментируйте «Аминь». Делайте повседневную работу, которую требуют ваши мечты. Это не всегда должен быть большой шаг вперед, иногда вам просто нужно присутствовать. Посмотрите сквозь это, найдите радость и силу по другую сторону борьбы. Конечно, добиться этого тяжелая работа. Вот как выглядит все хорошее в жизни. Но помните, то, что усложняет задачу, одновременно делает ее ценной. 8 вещей, которые следует помнить, когда переживаешь трудные времена. Первое. Все может измениться. Вы уже преодолевали трудности раньше. Во-вторых,
– это полезный опыт. Неполучение того, что вы хотите, может быть благословением. Третье. Позвольте себе развлечься, доброта к себе – лучшее лекарство. Четвертое. Негатив других не стоит беспокоить. И всегда есть за что быть благодарным. Пятое. Возможно, у вас никогда не будет доказательств вашей значимости. Время пришло, я хорошо знаю ваш новаторский дух. Тебе не следует слишком беспокоиться о потере моего благословения, поскольку оно не связано с тобой. Проще говоря, ты делаешь мой день. Бог дал нам эти инструкции, потому что Он хочет, чтобы мы овладели качествами верности в молитве, радости в надежде и способности стойкости, несмотря на трудности. Из вашего чтения вы можете увидеть, что значительные изменения произошли в использовании вашей силы благодаря вашей способности анализировать ее. Успех ваших деловых начинаний и привязанность вашего романтического партнера не подходят, а они могут быть предоставлены вам позже в зависимости от исхода событий. Что бы ни происходило в реальной жизни, это вас не беспокоит, великое счастье передается через все, что происходит. Я склонен помочь вам согласно тому, что сказал Бог. Единственное, что мне действительно нужно, это вежливо попросить вас, потому что местные жители могут быть в восторге от проекта, который сделает вас знаменитым, а также расширит возможности других людей, живущих в этом районе. Вы не только прославите мое имя, но и сблизите нас, потому что это еще больше обнажит наше тело. Так что вы можете рассчитывать на то, что будете в центре внимания, как звезда, если постараетесь, потому что это позволяет нам чувствовать направление друг друга. Это могло бы сблизить нас как группу. Моя стратегия не причинит тебе вреда, мой маленький мальчик. Если кто-то продолжает говорить вам, что это сложно, не позволяйте этому сбить вас с толку. Если вы действительно чего-то хотите, не следует говорить себе, что вы этого не заслуживаете или что вы недостаточно хороши, чтобы это получить. Возможно, это заставляет тебя чувствовать себя плохо. Это может привести к тому, что вы потеряете фокус на своих стремлениях. Поддайтесь Search 333i, и вы перестанете чувствовать, что тонете в альтернативах, а станете иметь их множество. На этом этапе ваша история начинает приобретать более удачный и богатый тон. То, как все обернулось, очевидно, примечательно. Возможно, вам повезет, если вы сможете найти гармонию в вещах, которые кажутся не таковыми. Если ваша уверенность сильнее вашего скептицизма, и сможете ли вы перейти к следующему этапу своей жизни? Следующая часть этой части посвящена восхвалению Бога за вашу жизнь и перечислению всех способов, которыми ваша музыка благословила вас. В этой ситуации опасность совершенно отсутствует, настоящая удача обрушится на вас в не столь отдаленном будущем, изменив ход вашей жизни так, как вы еще не можете себе представить. Медитация помогает людям стать более искренними и чистыми, что облегчает развитие настоящих любовных отношений. Какую замечательную возможность это предоставляет вам двоим быстрее завязать настоящий роман. Прогресс в текущем финансовом положении, процесс заживления может также возникнуть на клеточном уровне. Их быстрое развитие дает возможность претерпевать резкие изменения психических способностей. В офисе существует множество потенциальных сценариев, когда вы почти закончили с чем-то, что доставляло вам много хлопот в течение длительного времени. В настоящее время это не чрезвычайная ситуация,
Поэтому вам не нужно беспокоиться о том, сможете ли вы без труда пересечь реку. И если вы больше не хотите, чтобы кто-то понимал, что вы говорите, это совершенно нормально, что он сбит с толку тем, что вы говорите. Делайте все возможное, чтобы не разочаровываться и не замедляться из-за всего этого. Правда в том, что я понимаю вашу ситуацию и могу сопереживать ей, потому что я искренне забочусь о вас и хочу для вас самого лучшего. Так что можно с уверенностью предположить, что я в курсе вашей ситуации. Доверьтесь только Господу, не полагайтесь на свою собственную мудрость или знания, которые вы приобрели с годами. И пусть не возникает вопросов относительно истинности данных им вам обещаний. Устремите свой взор на Господа, вместо этого вам следует верить в это превыше всего. С вашего согласия Бог будет контролировать ваши действия таким образом, чтобы это принесло вам наибольшую пользу, если вы будете включать Его во все, что вы делаете. Если вы сделаете это, Он поведет вас самым лучшим для вас путем. В течение этой недели Бог покажет вам самым очевидным образом, какую помощь Он оказывает вам повсюду. Он намерен достичь этой цели, используя ряд уникальных подходов. Ваше здоровье, ваша профессиональная жизнь, ваши личные отношения и результаты вашего бизнеса – это лишь несколько областей, которые ощутят на себе влияние этих изменений. Вскоре во всех этих сферах вашей жизни будут заметные улучшения. Один из самых мощных вариантов, которые есть у нас, последователей Христа, это молитва. Поэтому нам следует всегда в первую очередь обращаться к Нему, когда мы страдаем, будь то физические, эмоциональные или духовные. Неважно, является ли боль физической, психической или духовной, это реальность. Я тот, кто занимается твоим спортом, и даже если ты не понимаешь, как это сделать, у меня есть замечательный план на всю оставшуюся жизнь. Это не меняет того факта, что я есть, даже если вы не можете этого понять, однако у меня есть хороший план на твою жизнь, какой бы она ни была, это правда. Важнее, чтобы вы понимали, что ваши события меня больше не удивляют, и я могу сделать все возможное, чтобы устроить все с пользой для вас. Очень важно, чтобы у вас были эти знания. Иметь такой уровень понимания гораздо важнее. В настоящее время вы движетесь к цели преодоления каждого препятствия, которое стоит на вашем пути, и все будет идти по плану, пока вы будете сосредоточены на конечной цели, которую вы перед собой поставили. Когда все сказано и сделано, никогда не забывайте о цели, когда дело доходит до выбора подходящего времени. По мере вашего продвижения по жизни ваша вера станет сильнее, все ваши мечты сбудутся, и у вас появится доступ ко многим замечательным возможностям и впечатлениям. Поскольку я знаю вас, я уверен, что вы способны на гораздо большее, чем я мог себе представить, и я полностью уверен в вашей способности совершить великие дела на этой планете. Я уверен, что ты способен на гораздо большее, чем я когда-либо мог себе представить. Знание того, что ты дал мне полную уверенность в своих силах. Но вы больше, чем вы думаете. Шестое. Всегда есть те, кто не смог бы жить без тебя. Проблема в том, что мы не всегда знаем, кто. Седьмое. Нельзя позволять людям пугать тебя. Вы не можете потратить свою жизнь, пытаясь угодить другим. Восьмое. Вы не можете прожить свою жизнь, беспокоясь о том, что подумают другие люди, будь то ваши волосы, ваше тело, ваша одежда, что вы говорите, что вы чувствуете,
во что вы верите и что у вас есть. Напишите «Аминь», если верите в это. 333. Доверьтесь процессу. Наступают лучшие дни, и они требуют от вас доверия к процессу. Вы должны помнить, что вы драгоценный камень, где бы вы ни находились на своем пути, какую бы роль вы ни выполняли. Существованию повезло иметь вас, потому что вы есть. Не позволяйте сомнениям привести вас к неверию в себя. Вы будете гордиться собой за то, что не сдались. Так что продолжайте и убедитесь, что вы расставляете приоритеты для своего разума, тела и души. Вас поддерживают во всем, и вы не одиноки. Введите 333, чтобы подписаться на наш канал. Если вы любите Бога, Бог все еще готовит вас. Если вы получили божественное откровение о том, что Бог планирует для вашей жизни, верьте, что Он осуществит это. Даже если вы еще этого не видите, придет время, когда вы это увидите. Не отчаивайтесь и не сдавайтесь преждевременно. Сегодняшние проблемы – это лишь часть великого будущего, которое Бог приготовил для вас. Будущая слава. Если ваша вера в Бога сильна, поставьте лайк и поделитесь этим постом. Прогресс всегда сопровождается болью, а испытания укрепляют наши свидетельства. Не чувствуйте себя разбитым, вы сформированы. Вместо того, чтобы слишком сильно себя критиковать, отпразднуйте то, как далеко вы продвинулись благодаря Богу, и успокойтесь, зная, что вы находитесь под опекой любящего и верного Отца. Вы шедевр в процессе создания, и Бог всегда совершенствует вас. Не возвращайтесь туда, куда Бог уже избавил вас. Часто мы жаждем нового начала, но цепляемся за прошлое. Возможно, Бог забирает у нас то, что не соответствует Его воле. Вместо сопротивления нам следует праздновать этот процесс и признать, что Бог освобождает нас. Нет пути назад, есть только один путь двигаться вперед. Извлеките уроки прошлого, отпустите то, что вам больше не служит, и шагните в новое будущее. Сосредоточьтесь на прогрессе, а не на совершенстве. На все нужно время, и торопить процесс нельзя. Рост – это путь, полный проблем и возможностей, чтобы достичь своей судьбы. Никто другой не сможет сделать это за вас. Это ваше путешествие, и будут времена разочарования. Однако продолжайте, нет короткого пути. Примите процесс, сосредоточьтесь на прогрессе и примите тот факт, что неудача является частью обучения. Настойчивость и трудолюбие приведут вас далеко. Бог говорит тебе: отдыхай, я работаю в твоей жизни. Я преобразю каждую негативную ситуацию и благословлю вас и вашу семью. Я исцелю ваши раны и дам вам изобилие. Поверьте мне, и вы увидите мою работу. Напишите 222, если получите его, и поделитесь этим сообщением с теми, кто верит в Бога. Помните, жизнь, которую я дал вам, не о вас. Ты был создан, чтобы жить для меня и быть каналом любви и помощи другим. Найди меня и узнай свое предназначение.